Приветствуем вас на региональном фестивале детских общественных организаций Вилюйского региона. Продолжаем вторую часть программы фестиваля. В нашем фестивале принимает участие команда со всего Вилюйского региона. Встречайте делегацию Арбеля Кемпиндянской средней школы Фунтанского улуса. Руководитель Сатонова Анна Хамична. Детская организация «Союз» Верхневилюйской Николы средней школы Верхневилюйского улуса. Руководитель Киркина Наталья Вячеславовна. Иркутский улус представляет детская организация «Стимул», школа номер 2, руководитель Прокопьева Светлана Николаевна. И детская организация «Богатых» средней школы номер 1, руководитель Никитина Анна Егоровна. Сегодняшний фестиваль детских общественных организаций проводится с целью выявления нового, распространения передовых идей опыта детских организаций региона. Анализа программ, проектов, форм деятельности детских общественных организаций объединений. Установление дружеских связей между детскими объединениями, развитие лидерских способностей, организаторских умений, выявление лучших лидеров детских организаций региона. Создание банка технологий, методик деятельности детских организаций. Позвольте представить вам наше уважаемое жюри. Председатель жюри Иванова Зоя Никифоровна, председатель детской организации Ирбинского улуса. Сидорова Дина Ивановна, заведующая отделом молодежи администрации Ирбинского улуса. Киркина Наталья Вячеславовна, руководитель детской организации «Союз» Верхневилюйской исполненной средней школы Верхневилюйского улуса. Спиридонова Олимпиада Серафимовна, исполняющая обязанности завуча организатора Кемпиндянской средней школы Сунтарского улуса. Никитинова Вера, ученица 8 класса Вербинской средней школы номер 1. Начинаем сразу первый тур. Визитку своей организации представляет детская организация «Стимул» Нюрбинской средней школы номер 2. Нас познакомит и дружит навек. Пусть проиграться не будет совсем. Желаем успехов, удачи вам всем. Привет! Хочешь? Вау, а что это? Это жить после пиццы перед встречей в Ашанском клубе «Огонек». А, это тот самый страшный клуб с дурацкими литерами, да? Вообще-то я одна из них. Да. Ну, некоторые даже, в общем, как-то и ничего. Все одинаковые. Да. Давным-давно на заре становления человечества действовал один закон. Кто сильный, тот и прав. Мы полагаем, что тогдашний лидер выглядел примерно так. Прошли тысячелетия, сменялись цивилизации, династии, власти. Человечество стремительно развивалось. И вместе с ним понятие лидер претерпело многие изменения. Много лет это слово было неотделимо от власти и богатства. В эпоху советской социалистической реальности это были командиры, действующие решительно и бескомпромиссно в административно-командном порядке. А какой он лидер сегодня на пороге 21 века? Это человек, способный зажечь других и повести за собой. Который сам станет впереди, не побоявшись ответственности за других. Это тот, кому доверяются люди в трудные моменты жизни и работы. С ним везде интересно, он всегда готов прийти на помощь. Он стремится выложиться ради общей цели, активно влияет на окружающих. Лидерами Он рождаются? более полно понимает интересы больше. Лидерами рождаются? Нет, лидерами становятся. А что для этого нужно? Наверное, Лондон, свежее дыхание отличает понимание. Увы, одним свежим дыханием не ограничишься. Самое главное — неравнодушное сердце. А дальше дело нажимое. Сообразительность, Инициативность. Творчество. Умение говорить и слушать. организованность, самостоятельность, самообладание Общительность. Настойчивость. и многие другие лидерские качества мы стараемся выработать в себе В Ашанском клубе
славам. Подставить плечи под жизнь тревог и забот. Обернуться к отставшим. Тянуться до мечты. Балансировать между желанием и возможностью. Перепрыгнуть через усталость и боль. Подняться после неудачи. Пронести через всю жизнь любовь и дружбу. Глубоко вдохнуть сбывшемуся. И поцелить из комплекс Сначала и до победы. Приглашаем детскую организацию «Сойдых» с Верхнеюльской неполной средней школы. Bütün sayısı soğuk studiyası belki bir sağlık bilgi bugünkü bir analar bırak dağından bir emin atarıga. Bugün bilgi onu bilerim oğula bütüden interview olur. Здравствуйте, Амбли Нерера. Я Нерера. Крышкаларыкла. Bu kayıp nesiller analar. Levarlarla paranıyım. Здравствуйте. Короче, Сергей Амбли Нерера. Меня назвал Кайгин. Я хотела бы сказать, что я не помню, когда Здравствуйте, меня Артем Сергей. Меня зовут Кузьмин. Он нового порядка. Tümükü görüşçülerim sanal sahillerinden ona regional festival kılakların ağırdalir aldız. Ensemble Sariskata Oriyan Oliva. Ensemble Kalak Kıvıracılıgar Montan Tuar Kursakatlı. Мы пришли из школы номер 3. Место расположения школы СДД. Что такое СДД? Самая демократичная деревня. А почему? А потому, вот уже 5-й год у нас во всем детстве
Ковалев Кемпедейской средней школы Сунтарского вуза. Уважаемые жюри, перед вами выступает команда Сунтарского вуза детской организации КПНД. Просто тут скорее! Внимание, внимание! Говорит Герман! Вам предстоит сражаться. Самой-самой лучшей, самой-самой жизнерадостной и сильнейшей командой. Недалеко от озера Мласаны стоит деревня КПНД. Направо пойдет красота, налево машина розового. Там чудеса, там урок учебный, на неведомых дорожках следы невиданных следы. Да вот там небольшой, в полной белой столи. Стоит там на своем околоне маленькая школа летняя. Там вас ждет днем и ночью туристический комплекс Кабуевета. Там дух саха, кумысом пахнет. Там русский язык из моды еще не вышел, рабочим стал английский. Good morning. Так, если правду вам сказать, мы довольно знаем по-русски, чтобы в игры разбирать. Вот разговаривать о том, во всем, в конце работу получить, высокий лучший результат. Там мы, дети, следим немедленно для деревенской тишины. Глуши звучнее голос детский, живые творческие сны. Там, для всех нужны, тимуровской команде похожи.
Гульнара Егорова и дарит всем песню «Багасана». замотанные. Вот и приходится мотаться галопом по Европам. Помощнички, собирайте заявки, почитайте. Работа не в проворот, быстренько управимся. Ну, давай, народ, у кого какая мечта? Говорите, не стесняйтесь, все исполнится. Уникальный шанс к выполнению желания. Вот ты, девочка, какое твое самое заветное желание? У тебя какое самое заветное желание? Да. А вот у тебя, девочки? Извините, ребятки, но у нас у волшебников теперь тоже все по вашим земным правилам. Заявки принимаем только в письменном виде. Все, уже вот сколько успели настрочить. 1458. Столько нам до ночи не выполнить. Придется разыграть лотерею. Кому повезет, тому повезет. Итак, вытаскиваем первую мечту. Хочу, чтобы учителя хоть на один день побыли в нашей шкуре. Сразу ясно, написал двоечник. Вызывает Джина. Вызывает Джина. Исполни желание этого двоечника. Трав тебе дал. Ну, здравствуйте. Фу, как душно-то у вас здесь, а? Я чтоб свою свинарню во время перемены проветрить. Нет же, ведь они сидят. Вы, Марья Петровна, что так развалились-то за партой, а? Ну-ка, сядьте-ка прямо. Отвечайте ко мне, пожалуйста. Кто и когда изобрел чупа-чупс? Что, не знаете, да? Стыд и срам, Марья Петровна. Но вы, Иван Петрович, что нос повесили? Опять подрались с кем-то, да? Нехорошо. Петушок бойцовский. Нет, ребятки, мне это надоело. Хватит с меня. Завтра приходили в школу. Не ногой даже, не вздумайте мне. Все меня поняли, да? Вопросы есть? Есть вопрос. Так это твоя мечта была? Ну, моя, что? Видишь, она исполнилась. Ты доволен? Фу,
Гораздо ли? И у нас. Хорошо, что ты не учитель. Следующая мечта. Номер 845. Хочу, чтобы все учащиеся стали отличниками. Сразу ясно. Написал учитель. С этим заветным желанием справится только наш всемогущественный маг. Ну, начнем мы с своей приглашения. Превращение. Желающие есть? Да, есть. Можно мы? А, вот какие они шустрые. Сейчас мы начнем. Абракадабра, беники, с этой минуты вы превращаетесь в отличниц. Сейчас проверим. Когда началась война России с Наполеоном? В 1812 году. Так, хорошо. Что содержится в слюне человека для уничтожения микробов? Лизоцим. Тоже нормально. Давайте сюда следующую партию. Вам, достопочтенный, так мы до вечера не управимся. Ребята, если вы еще не поняли, что учитесь для себя, для своего будущего, То никакой маг вам не поможет. Ваше будущее в ваших руках. Итак, вытаскиваем много еще одну мечту. Сейчас. Ой, вы только послушайте. Хотим, чтобы все учителя базарили нормально. Эй, чья это мечта? Признайтесь, а то нам непонятно, как это базарить нормально. Ну, моя мечта. Вот тебе волшебная палочка. Покажи, пожалуйста, нам твою мечту. Итак, в темные годы один навороченный шкаф по кликухе Мамай покатил бочку на не менее крутого громилу по имени Димон Донской, но получил вполне заслуженно по рогам. После нехилых разборок они назначили стрелку на Куликовом поле. И вот настал тот день. Собралась братва с той и с другой стороны на месте, но сначала хотели биться своих самых крутых шестерок. С нашей стороны пошел качок по имени Пересвет, с другой стороны головорез по кличке Челубей, телохранитель самого Мамая. Долго колбаситься они не стали. Челубей на славу Света по башне. И тот, уже откидывая копыта, собрал последние силы и замочил Челубея. Урок окончен. Ну, эта мечта если осуществится, зачем тогда школа? Вряд ли кто здесь в этом зале согласится. Какой день? Таскиваем следующую мечту. Хотим вернуть молодость. Чья это мечта? Наверное, написали старушки. Кто-то сидит на последнем ряду, эти глухие старушки, по-моему. Подождем их, пока они придут. Старушки? I'm
Хочу, чтобы все были счастливы. Будьте счастливы! Удачи! Которая называется «Золотая рыбка». Мы ее иначе переделали немного, потому что мы подумали, как же Пушкин напишет ее в наше время. Итак, жили-были старик со старухой. Жили они бедно, детей у них не было. И финансовые проблемы у них были большие, поэтому бабка сладкого отродясь не ела. А мечта старика о велосипеде с рамой карбон, задним амортизатором, 27 скоростей оставалась мечтой с самого детства. Как-то раз собрался старик на работу. Оделся, обулся, во что было. Сел на свой Запорожец, который был со времен войны. И поехал катать по Московской кольцевой. Раз он проехал, другой раз, третий. Ну нету никого, с горечью подумал старик. И поехал на свалку, чтобы освободиться от металлолома. Подъезжает он туда, а там его новый русский тормозит. Говорит: помоги мне, здесь за мной мутант гонится. Нет, послушайте, нет, было не так. Здесь за мной банда рокеров гонится. Нет, постойте, все-таки было не так. Он, по-моему, сказал: отвези меня отсюда, мне здесь очень надоело, я тебе за это все устрою. Дед с радостью посадил этого человека и отвез до того места, куда он попросил. Приехали на место. Новый русский слез дал сотовый телефон старику и сказал: вот тебе сотовый телефон, если что позвонишь, я тебе все улажу. И ушел. Старик на радостях подумал, наконец-то его детская мечта может осуществиться. Но не так-то было. Приехал он домой, а старуха, узнав об этом, начала на него орать: ах ты такой омерзительный козел, разве не мог ты попросить больше еды, чертов? Еще коза сотовый телефон разбила, подумал с горечью старик, и пошел звонить до ближайшего таксофона, который находился за 2 квартала отсюда. Пошел он, позвонил, рассказал, как дело было. Попросил, чтобы ему дома евроремонт сделали. Согласился новый русский, сказал: когда ты будешь дома, все будет уже устроено. Ну, дед, естественно, рванулся пулей домой. А там уже все переделали, он даже не узнал свою старую халупу. Все сделали. И кухню обставили, и балкон сделали 4 на 10. А главное, в туалете вода появилась. Обрадовался старик. Но не тут-то было, как увидел жену, испугался. Она его опять давай бить. Ну ты, черт поганый, не мог раньше этого попросить. Лучше бы попросил еще больше. Канай отсюда, иди звони. Пошел бедный старик опять к таксофону, не покаялся. Зашел, позвонил новому русскому, сказал, типа так, ну и так. Надо, чтобы у меня вилла была, чтобы участок был приусадебный километр на километр. В общем, все как положено, как в сериалах, которые он так любил смотреть. Приходит он домой. А его домой охранники не пускают. А жена через адвоката записку посылает. Типа ты все равно полоумный, не мог сделать так, чтобы я президентом Российской Федерации стала.
И чтобы у меня Банк Федерального резерва был свой. Отколотили, отколошматили его бедного. Старый пес рванул обратно к таксофону. Рассказал он новому русскому, что как было. Новый русский ничего не ответил, положил трубку и ушел. Бедный старик не догадался, что после этого будет. Приходит он домой, а его бабка там сидит, как раньше было, и горько плачет на развалинах. На этом нашей сказке конец. Из этой сказки можно сделать выводы все-таки, что министры не наглейте. А то если будете наглеть и много хапать, все равно за решеткой окажется. А на работе все-таки нельзя остаться. Следующий конкурс нашего фестиваля – продажа и покупка опиума. Что такое опиум, мы все наверняка знаем. Это наркотическое средство. А мы в это слово включили другое понятие. Те, кто участвовали на сборах лидеров детских организаций, наверняка смогут расшифровать залу это слово. По-моему, никто не помнит расшифровку этого слова, я сама вам его зачитаю. Опыт передовых идей управления молодежью. Опиум. По завершении фестиваля каждая делегация продает жюри свою идею самоуправления в школе. То есть она выступает в качестве продавца опиума, а жюри в качестве покупателя. Жюри сразу после каждой идеи оценит опиум по пятибалльной системе, то есть 1 балл равняется $1. Во время конкурса будет работать счетная комиссия. И первым на эту сцену разрешите пригласить детскую организацию «Союз» Верхневидуйской неполной средней школы. Паровозки, вагондар, математический, литература, биология, изот, история, музыка. Bu mana itilar balar. Bu bir vagonga uçuta kartta. Sana turaracak. Ona bu mana lista kolokta mana sana turaracak. Ondan bu mana kaspa mana kutserle. Mana kolokta. Dnevник kurduk mana turarlar lista kolokta mana uskollar turarlar. Ona epitet turarlar bu kolora izodenya kasara bir gün ilkiga epitet akula kolora turarlar kasara mana izodenya epitet tohada çıkartırlar. Ondan mana analizden kolora mana işi kutunna ondan mana bu hali kutunna diye sürüyen biriler. Tehgar mana opsi bağın taharlar ona kopuk gihatını presiyen kutup biriler. Sebiye kolora mana ılan onya bırakıp kolora история atiyim. История atiyim bizler mana ostolga kolora bies listas. Kendiler italar taklılar. Onlar kalanlar onlar автор романа Мальцар. Mana Семен Данилов кем болар? Efendim şöyle bir bulan kollar gösterler turarlar. Bu mana akbar ıйтын turarlar. Bu mana hette tuğ listat. Bu mana hette nereye? Пожалуйста, на сцену. Встречайте детскую организацию «Арбелет».
Сахара уолла народ кескеледи беддин сана атива. Уолла ханта түйүнү сүйрөт көтөр булакталар сыты хату анылары дах болук тустак. Ардык билим кемне. Маны кине бәйтин тилетинен камнахана сити яхтар. Букен екенлерге уоллага bukan mungkin kehadiran betul itu kita biaskan ada sosial yang kemungkinan sok orang lagi yang ada kalau berarti saya juga ada jalan bagaimana Allah anton sama Allah sama उसको टेस्ट किसो सत्व Allah itu saya turat kan kita kira orang dia kira sebagai tuara tahu menelihat khamil tahta asal Allah yang khayat akhbar dengan jahanam sel بيجي والله ورا يتركوا يتركوا الله سبحانه وتعالى بيشيل الأوان من بيوكهم بين سويني برنامجنا بيرنا تبرع ولا أنا دسوا كتب سيرن تنين تمسير كي كم بيرنا بتمسير تنتوا على كذا قبل تجوا جوها كم يخلي الدب حق ولا كم يتدخل الله يدك كتر الله ولا كتير جور دينا تعبد إذا تنتوا إن بدي ملاك Wujud siwit sortan turan. Mesti bisa bersebut cerdik dalam wajah Allah Taala gaduh. Bumana seperti nasi silat kesebut. Mana kira yang atau bulan ayam kita yang berebut. Seolah serta aras takut kesebut. Mana kurban jemput datang arangat cewek. Besar dari istri ikut terkebut. Besar terang. Mana dia kurban أو كرة بلي أمراض كمانية بتا أو كرة كبد تختار به من بيسيدن كنا نعتقد وأنت أنت portular tuhun ikisna masarku banyak yang dicari direktur dalam Tuhan lain tadi karena perinatnya istiqis ke ikat direktur kurang dari tanabat karena tahyuhta kita sama dengan konsultasi yang sejauh Isu masarku kerjas kemat anak lebih bulan saya sebagai kerjas atas energi dia istasbih kemudian kun betul betul nilai polana khawaf dalam tahun mana jalan tahun kita beri master kaitan turun beri sekolah aku ke arah serapia warga beri warga sponsor deh arah sebenarnya orang itu orang khatim sponsor deh banyak bikin mau korang warga sponsor apa orang na jadi sebesar pun daya satu mana jom nak rumah kita tu apa istas bila tu tu letak rumah kita orang mana beli Allah dan dari khar tu kita dari orang mana mahal tu rumah kita orang tu beli macam tu orang masa macam tu مدري مثلا جدك أعطى فطاني ما خلاص أول كده ممكن عامي أنا أذكر نسمع سمينا مدري سكنا سمينا شتى سمينا مدري شتى أنت وأنا وصلت إيه مدري تخسر اختار قراءة منافق قيادة جرمن ولاية كريشة صادر الفاشة مكسيمة كريشة Iliana Pandey, Umita Polodia, Nikolaya Grisha, Unui Budusma. Bu ilevit 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 İstanbul'da
Поблагодарим команду Арбелю и первые оценки детской организации Бархары. Управление осуществляется через отделы научно-методический центр, медико-психологическая служба, отдел социальной защиты, спортивный отдел, экологическое объединение Радком, ИШСБ, отдел организации досуга. Каждый класс по очереди несет одну функцию в течение недели. И вот каждый отдел контролирует одну функцию. Например, научно-методический центр контролирует учебную функцию, которая в свою очередь контролирует успеваемость в школе. Медико-психологическая служба контролирует санитарное состояние школы, отдел социальной защиты, совет директоров контролирует хозяев, которые являются старшими дежурными. Спортивный отдел контролирует организацию спортивных дел и так далее. Есть такие республиканские детские телепередачи, как «Бизончик», «Тюню», но в них не рассказывается никогда о жизни улусных школ и детских организаций. Мы предлагаем организовать координационный центр для создания детских телепередач Вилюйского региона. Каждый улус, где есть детская телестудия, будет отбирать лучшие сюжеты и посылать в координационный центр. Там эти сюжеты будут монтировать и выпускать телепередачу хотя бы раз в четверть. Детская организация Бармады представляет «Степь».
изображает тайгу. Вдруг убегает олень гордый по лесу. Прямо на нее едет охотник. И стреляет. А в олень еще раз. Подох. Вашему вниманию была тайга, ну а сейчас участники команды исполнят песню «Во поле береза стояла», словно они африканские аборигены. В пустыню. Это была пустыня. И сейчас участники споют песню «Во поле береза стояла», словно они оленеводы Чукотки. Однако, во поле береза стояла, во поле корявая стояла, а во поле стояла, люли стояла. Она покажет вам джунгли в своем понимании. Это были африканские джунгли. Ну а сейчас вы слушаете песню «Во поле береза стояла» из уст индейцев племени Апачи. Расчесывала свои длинные косы и поломала 5 зубов. И громко-громко заорала. Рачка, не плачь, никогда не... И она не заплакала. Меня в близко ночи, под светом твоим я чувствую себя как в безопасной броне. Сияешь ты благодатным светом, отпугивая бандитов. Сиди дальше долгие годы, озаряя мрачный путь одинокого путника.
инструментов. Ода центральной котельной. Оцика! Центральная котельная моя! Как хорошо ты топишься сейчас! О, как тепло сегодня здесь у нас! Ноцика! Ты помнишь наверняка, как был потоп, и не только в РДК. Но вот прошли года, и ты воскресла, и снова здесь у нас жара. Оцика! Центральная котельная моя! Котельная моя, как хорошо, дома тепло, очень-очень-очень-очень-очень горячо. Дома в трусах, в майке, в футболке, без носков, без штанов, все хорошо, как плохо без тебя, радиатор центрального отопления. Ага, люби меня, люби. Участники в зал. Участники, все в зал. Так, на сцену. Так. Все хотят на сцену. Так, участники, пожалуйста. Так, детская организация по управлению Минской средней школы номер 3. Встречаем. Так, детская организация Султанского УСа. Встречаем бурными аплодисментами. Так, детская организация «Стимул» школы номер 2 города Нюрба. Пожалуйста, встречаем. Так, детская организация Султанского УСа. Пожалуйста. Верхневилюйский УС. Верхневилюйский УС, пожалуйста. Детская организация «Сайдыс» Верхневилюйского УСа. Итак, на втором региональном фестивале детских организаций Вилюйского региона, организованном Союзом детских общественных организаций Республики Саха-Якутия и Центром детских организаций Нюрба-РЛ Нюрбинского УЛУСа, приняли участие 4 детские организации. Это детская организация «Сайдыс» Верхневилюйской неполной средней школы, руководитель Тюпина Наталья Вячеславовна. Так, детская организация «Сайдыс». Так, на первом региональном фестивале детских организаций они заняли 3-е место. Они победители улучшенного смотра детских организаций 98-99 года. Так, значит, мы
до обеда у нас была защита программ деятельности детских организаций. Так, свою деятельность детской организации «Сайдыс» основывается на программе Лазаря Андреевича Афанасьева-Тарис, программе «Сайдыс». Это развитие личности детей. Так, детская организация работает со своим кабинетом министров и президентская модель республики. Так, у них есть даже своя детская телестудия «Сайдыс». Детская организация «Арбелев», Кемпингельской школы Сунтакского улуса, руководитель Татонова Анна Фомична. Они притворяют в жизнь программу на основе программы РТИ. У них программа называется «Саха Олбхытина Дая Юэравиде Онна Сайдыта». Также развитие личности ребенка. Ведут работу по 5 различным направлениям деятельности. У них есть свой пионерский отряд, сохранился свой пионерский отряд. Дальше. Приняла участие детской организации «Стимул» школ номер 2. Как говорит само название, Союз творческих людей работает над программой развития творческих лидерских способностей детей. Так, действительно, детская организация «Стимул» является у нас победителем многих смотров детских организаций. Руководитель Светлана Николаевна Прокопьева является участником республиканского конкурса «Вожатые года 98», обладательница специального приза независимого детского жюри и обладатель номинации «Друг детей». Так, поприветствуем детскую организацию «Бархары», школа номер 3, руководители. Я говорю руководители, потому что Анна Егоровна Никитина и Октябрина Константиновна Спиридонова, они являются действительными друзьями детей своей школы. Они притворяют в жизнь программу, как они уже говорили, активизации познавательной деятельности и самостоятельности учащихся. Они работают по модели правовой президентской мини-республики. Так, итак, настал волнующий момент подведения итогов 2-го регионального фестиваля. Так, извините, пожалуйста, протокол 45,8 баллов. Арбелев Компетентского улуса 40,2. Так, Стимул школа номер 2 46,8. И Сайдыс Верхневилюйского улуса 42,4 балла. Так, дальше у нас была КТД. Так. Что такое КТД, вы все наверняка знаете. Так, Стимул школы номер 2 набрала 32,8. Так, Бархары 32,8 также, Арбелев Сунтакского улуса 27,6 и Сайдыс 29,6 балла. Так, теперь общие баллы. Так, общие баллы, значит, такие. Арбелев Сунтакского улуса получает 81,6 баллов. Так, Сайдыс Верхневилюйского улуса 84,5 балла. Так, Бархары Нюрнбергской средней школы номер 3 92,1 балла. Так, и Стимул школы номер 2 93,8 балла. Так, пожалуйста, Вера, иди сюда.
Итак, Союз детских организаций Республики Саха-Якутия, Саха-Селенгерский ля, Нюрнбергский центр детства НЮРБ-РЛ награждают детскую организацию Арбелев Сунтарского улуса за активное участие на региональном фестивале и премируют денежной премией в сумме 200 рублей. Пожалуйста, капитан команды. Так, и награждается вымпелом, памятным вымпелом, пожалуйста, Вера Кульбертинова. Она является делегатом на Республиканский слет детских организаций, который состоится летом 2000 года. Так, дальше награждаем. Третье место получает детская организация «Сайдыц» Верхневилюйского улуса. Пожалуйста. Присуждается второе место детской организации «Паргары». Детская организация «Паргары», школа номер 3. И награждается 2 путевками во Всероссийский детский центр «Океан». Смена «Моя федерация», март 2001 года. Также детская организация «Сайдыц», занявшая третье место, награждается путевкой на смену «Моя федерация», март 2001 года в городе Владивостоке. Награждается детская организация «Стимул», Нюрбинская средняя школа номер 2, занявшая первое место на фестивале детских общественных объединений Вилюйского региона и 4 путевками. Смена «Моя федерация», март 2001 года. Пожалуйста. Спасибо большое всем за активное участие на втором региональном фестивале детских организаций. Мусустар 12 күнүгер 2 жылга бихинюр бабытыгар бир керебели хабыте болла. Ол курдук бихигим Бүлүү регионун общественный тирилтелерин 2 фестивалini тыбыт. Маннык быстыки фестиваль 2 жыллагыта Сунтарга болбуда. Быйыл биһиги көчөрүп бүткелен бу маннык фестивали теридибит. Бүгүнгү фестивальга түөт общественный тирилтете кыттыынылла. Ол курдук үһэ бүлүүттен Сайдыц общественный тирилтете үһэ бүлүүтээги ситете суок орто школа оготум сүйте. Ону таханан кыттыыныллар Сунтар улуухуттан ар бөлөк ого общественный тирилтете. Оннан 2 тирилте буньюрбаттан кахайын быытнан 2 тирилтени кытыыннардыбыт. 2 номердегі школаттан «Стимул» ден ого тирилтете. Онна 3 номердегі школаттан «Паргары» ого тирилтете кытыннылар. Оттон биһиги уже бу билин түмүгүн тахаран турабыт. Бу Сунтар улуухуттан келбит ар бөлөк ого тирилтете. Туақтаны хүрдәк интериһе тарта. Ол курдук биһиги фестиваль бүтүн 2 часка араран 2 программаларын ыттыбыт. Эбекке дылы биһиги кытыдылы ветер атыннекеттака Иванов методикатынан коллективное творческое дело дени. Онна казбидди ого тирилтете билинги кемин быһытынан туспан ал программалар кулелектак ол программалар күмүскэһен боллам. Ар бөлөк бейтен программатын үчүгөйдик көмүскәте. Оттон бу кытыдыга боллагына бу айыннан келбиттеринеңде быһылак бу онна то конечно фольклор тематыгар итинник кытыдыны ытар хүрдә гыркан. Иннегенен ары мөлтөх хыналар ити кытыдыгылла. Оттон жайбеттен киһе бу визитная карточканы ого бәтин тимсүтен визитная карточкатын көрдөрөһүңгө. Онна ити ого
лидер качестволарын беребет келәһәнгә биге аяр сорудактыры берди бит. Уанна школага бейне сылайыны идеяларын көмскәһен болла. Бу манна ар бөлөк хамай үрдүкү балларылла. Индегенен алда боллар те он жулур бөлөк олаттара хүрдәгин бу көмскәннәр эбеттен ки программага бу бәйләнтеләрен атын хүрдәкте күһә тутаннар жон интерен хүрдән тартылы олгының барнити программага оны текетдигән ары мөлтөк балыл буттарынан ити 400 месте текстиллер оттон ул бәйләнтеләрен күрдүк оголор лаханны камай батулар. Оннан бу конечно хунтар улуһун атын аттатан бу маннык достойна оголар бәйләре кытты буттарыттан биһиги хүрдән үрдүбүт. Оннан тот ки хибарта бу